Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на сегодня. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидобстановке в республике. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. На сегодня, по данным Управления Роспотребнадзора Республики, зарегистрировано 106 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске это 67 случаев. В Хангаласском районе осложнилась ситуация, выявилось 5 случаев, в связи с чем необходимо усилить меры, соответственно, оперативному штабу Хангаласского улуса по непосредственной изоляции контактных лиц и по контролю за контактными лицами. По 4 случая зарегистрировано в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском улусе. 3 случая зарегистрировано в Алданском, Амгинском, Намском улусе. 2 случая в Нюрингринском, по 1 случаю в Момском, Нюрбинском и Валенёкском улусе. Сегодня оперативными штабами вместе с руководством оперативного штаба Вилюйского улуса обговорены ряд позиций, которые необходимо принять на территории данного улуса в целях того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, сегодня ситуация в Вилюйском улусе и в Верхневилюйских улусах осложняется. Необходимо обратить внимание и на возникшее достаточно большое количество случаев в Верхоянском улусе с учетом его отдаленности. Кроме того, я бы хотела обратить внимание, сегодня в нашу Якутскую республиканскую клиническую больницу поступила больная с Вилюйского улуса, беременная, поэтому сегодня врачи продолжают непосредственно заниматься и, кроме того, что лечат всех больных, но и также продолжают заниматься и лечением ее. За сутки нами проведено 2833 исследования. Всего обработано с момента пандемии 1 миллион 129 тысяч 598 тестов. Еще раз обращаю внимание на вакцинирование на территории Республики Саха-Якутия, особенно окружение беременных и кормящих мам. В связи с тем, что они находятся в зоне риска, и они не могут быть на настоящий момент вакцинированы, также люди, как и люди с медицинскими отводами, то вакцинацию должны пройти, чтобы не представлять для них угрозу, соответственно, их окружение. На настоящий момент учреждениями здравоохранения проводится ревизия и мониторинг всех граждан, которые стоят прикрепленное население, соответственно, на диспансерном учете, а также, соответственно, окружение беременных и кормящих мам, что, безусловно, не может не являться положительным фактором. Кроме того, у нас уже началась июнь, уже наступило лето, и на настоящий момент выезжают у нас граждане как из республики в отпуска. Соответственно, большинство субъектов сегодня требует вакцинирования, и люди будут себя чувствовать достаточно более комфортно, если они будут провакцинированы. И кроме того, из города Якутска в районы начали приезжать дети. Обращаю внимание на семьи тех, кому дети приезжают. Безусловно, в наши поликлиники, наши учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать для того, чтобы обезопасить от последующего распространения вируса и заражения вируса как таковым. На настоящий момент в республике поступило 202 409 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первую вакцину уже получили 175 001 человек. При этом граждан старше 60 лет, наших старших бабушек и дедушек, сестер 39 760 тысяч. Сегодня на территории республики использовано 86% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что сегодня в городе Якутске есть только вакцина «Спутник». Все вакцины, которые поступили, Ковивак, Ковивак и Эпивак, использованы. Ждем ближайшего поступления. Кроме того, вакцина Эпивак направлена в улусы республики. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с последней информацией о текущей эпидемиологической обстановке. Далее расскажем о других новостях, а вот главные темы выпуска. Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в 2 наслегах Нюрбинского района.
Борьба с саранчой началась в Чурапчинском районе Якутии. Насекомые вновь грозят невыполнением плана по кормозаготовке. Еще один важный общественный проект реализуют в Алекминском районе. Там открыли лесопитомник. В Якутии продолжается тушение 12 лесных возгораний. По данным Минэкологии региона, их пройденная огнем площадь 900 гектаров. По 3 очага приходятся на Нюрбинский и Сунтарский районы, 2 на Ленский и по одному пожару в Усть-Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Верхневилюйском районах. На тушении задействованы почти 800 человек и более 80 единиц техники. Также по данным Минэкологии, за сутки возникло 7 новых пожаров на площади 70 гектаров. На особом контроле МЧС продолжают оставаться Сунтарский, Нюрбинский, Среднеколымский и Тампонский районы. Также следственные органы возбудили 4 уголовных дела по фактам лесных пожаров. Есть нарушения и по организации противопожарных мероприятий. Установлены факты несвоевременного проведения мероприятий по оборудованию и обновлению минерализированных полос, очистки примыкающих к населенным пунктам лесных массивов от горючих материалов. Приняты меры по фактам ненадлежащей организации с населением работы по профилактике возникновения природных пожаров и соблюдению запретов на проведение сельскохозяйственных палов. В частности, органами государственного пожарного надзора выявлено 157 нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 75 населенных пунктах, примыкающих к лесному массиву. В отношении 19 юридических лиц и 43 должностных лиц администрации районов возбуждены дела об административном правонарушении. Из-за сложной пожароопасной обстановки и угрозы населенным пунктам в Нюрбинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Он действует на территориях 2 наслегов – это Тюмюнского и Кюндядинского. В первом много дней подряд лес горит на площади 110 гектаров, в том числе отмечается верховой пожар на 60 гектарах. 3 июня жители села Мар встревожились из-за бушующего близко от села огня за речкой, рядом с федеральной дорогой. Расстояние очага до населенного пункта всего 4 километра. По периметру пожара трактор проложил противопожарный разрыв. Были мобилизованы дополнительные силы из близлежащих наслегов. Непростая ситуация сложилась и в Кюндядинском наслеге. Там лесной пожар, начавшийся на площади 3 гектара, перекинулся на другие площади. У нас погода такая засушливая, сильные ветры. Вот из-за этого огонь идет в верховую форму. Вот поэтому сейчас в 3 пожарах сейчас идет мобилизационная работа. Дополнительно привлекаются работники от числа населения, от предприятий, учреждений. Я благодарен всем руководителям учреждений и предприятий, которые находятся на территории Нюрбинского района, по предоставлению бульдозерной техники. Съездили пожар под номером 18 Тюмюнский наслег с прокурором района, с представителем прокуратуры республики, также заместителем прокурора природоохраны и с представителями Министерства экологии и лесного хозяйства. Мы там определились, там дали корректировку, посоветовались с руководителем тушения пожаров, как будем действовать в ночное и вечернее время. К другим темам. 11 районов Якутии могут войти в программу бесплатной газификации домовладений. Это столица республики, а также Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Мирнинский и Ленский районы. Напомним, что 1 июня Госдума России приняла поправки в закон о газоснабжении в нашей стране в 3-м чтении. Согласно ним, газ до границ участков домов жителей страны будут подводить бесплатно. Догазификация продлится до 2023 года. Кроме того, изменения в том числе предусматривают введение института единого оператора газификации. Им станет собственник единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его дочерние предприятия. Рейтинг состояния инвестклимата в регионах России представят на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, рейтинг является отражением эффективности применения комплекса мер поддержки бизнеса в субъектах страны. А его презентация позволит продемонстрировать лучшие практики регионов по стимулированию бизнес-активности, обменяться опытом по реализации ключевых инвестиционных проектов. Российский бренд кормов для животных планирует перерабатывать субпродукты якутского северного оленя. Об этом сообщает ЕСИА. Уникальный с точки зрения экологии и популяризации арктических продуктов для Якутии проект планирует реализовать российский предприниматель, создатель бренда «Погрызухин» Владлен Хван.
Компания с 2017 года занимается переработкой невостребованной продукции оленеводства. В рамках проекта перерабатываются субпродукты, копыта, кости, мясо, шкура, рога северного оленя. Производятся корма и лакомства для кошек и собак. Линейка содержит 70 наименований продукции, продается в крупнейших зоосетях на территории России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, успешно экспортируется за рубеж. Борьба с саранчой началась в Чурапчинском районе Якутии. Уничтожают вредителя с помощью специального безопасного биопрепарата. Из-за нашествия саранчи у аграриев есть риск не выполнить план по заготовке сена для зимовки коров и лошадей. В 2020 году из-за подобной ситуации пострадали 6 наслегов Усть-Алданского района. На борьбу с вредителями в этом году в регионе направят более 2 миллионов рублей. Предприниматели Ленского района начали весенне-полевые работы. В этом году 46 организованных хозяйств высадят сельхозкультуры на площади более 1000 гектаров. Будут высажены картофель, овощи открытого и закрытого грунтов, а также кормовые культуры. Собрать планируют 8000 тонн картофеля и 3500 тонн овощей. Продолжит Светлана Балеева. Посевная кампания в Ленском районе идет полным ходом. Большинство крестьянских хозяйств и предпринимателей уже высадили овощные культуры. Но есть и те, кто этого сделать еще не успел. Причиной этому влажные земли. С затянувшейся весной и низким температурным режимом высохнуть поля успели далеко не у всех крестьянских хозяйств. У нас посевная кампания идет очень дружно и слаженно. На той неделе мы съездили в Нюю. Там кто-то еще пахал, кто-то уже садил картошку. Сейчас думаю, что к этим выходным мы 90% отсадимся, потому что время и погода установилась. Среди первых, кто начал высадку овощных культур, предприниматель из села Мурья Зиадула Мусаханов. В марте в отапливаемой теплице он высадил овощи, огурцы и помидоры. Сегодня огурцы Зиадула уже снимает. Буквально на днях посажен картофель, кабачки, баклажаны, ранняя капуста, кукуруза. Сейчас идет посадка капусты поздних сортов. Основное у нас картошку и капусту. Ранняя капуста у нас называется пандион, а вот средний есть чамп, а позднее есть ринда. А еще позднее зимние, которые хранение есть, это этот куля называется. По словам предпринимателя, уже через 2 недели можно будет собирать урожай ранней капусты. Прекрасно растет в суровых якутских условиях кукуруза. Много лет ее успешно выращивает предприниматель. Мы ее закроем, как бы под дугу, пеленкой закроем, а вот тогда успеет. И когда она будет у вас кукуруза? Где-то начало сентября начинаем кукурузу продавать. То есть она как бы вырастает в наших все равно условиях? Да, растает. Вы уже не первый год ей занимаетесь? Уже 3-й год кукурузу продаем. У молодого человека 16 гектар земли. Трудится здесь 10 человек. Вся высадка осуществляется вручную. Ежегодно предприятие собирает хороший урожай. Реализует его уже по налаженным каналам. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Еще один важный общественный проект реализуют в Алекминском районе. Там открыли лесопитомник, в котором побывала и готова поделиться впечатлениями наш корреспондент Елена Фаст. В августе будет год с момента открытия лесопитомника в Алекминском районе. Общая площадь под теплицу и территорию дальнейшей высадки составляет 4 гектара. Прошлой осенью были высажены саженцы хвойных деревьев. Надо отметить, что проект уникален в силу больших перспектив роста и спроса. Это очень перспективный вид деятельности, потому что вот в соседних регионах, у нас даже в Якутии, знаю, частники открывают питомники, потому что в дальнейшем видят то, что лес у нас вырубается, и он всегда будет нужен, нужны будут саженцы. В силу вступления закона о компенсационном лесовосстановлении он будет нужен всегда. На сегодня есть вопросы и задачи. Начинать новое всегда сложно. Тем не менее, это долгосрочный проект, уже востребованный рядом организаций, нуждающихся в саженцах. Что сейчас подрядчики, они вплоть до Амурской области, в Иркутске заказывают. Им нужно высаживать, да. Они, так как у нас нет в Якутии, еще они не выросли, им приходится за пределами закупать, везти сюда и здесь высаживать. Ближайшие, как я говорил, где-то года, не раньше 2,5 лет будут первые саженцы, которые уже можно будет реализовывать тем организациям, которые вырубали лес на нашей территории, в соседних, потому что компенсационное лесовосстановление, оно идет у нас по всей Якутии. В год экологии тема лесопитомника приобретает большую актуальность. Вопросы по становлению и развитию были обсуждены на совещании при главе Алекминского района.
Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Региональный госкомитет по занятости населения отчитался об улучшении ситуации на рынке труда и восстановлении экономики Якутии. Как сказано в отчете, по сравнению с началом 2021 года на начало июня наблюдается снижение численности зарегистрированных безработных на более чем 6 тысяч человек. Тем самым уровень регистрируемой безработицы снизился с 5,7 до 4,5%. Участники федеральной программы «Земский учитель» готовы поехать в отдаленные школы Якутии. Успешно прошли конкурсный отбор 15 человек. Всего для участия в проекте было подано почти 200 заявок. Но полный пакет документов предоставили лишь 60. Одной из победительниц конкурса стала Екатерина Корнилова. Заканчивает магистратуру СВФУ и уже в следующем учебном году будет преподавать биологию и химию в селе Себян-Кёль Кобяйского района. Напомним, что учителю, переехавшему на работу в сельские населенные пункты Дальнего Востока, выплачивается единовременная денежная компенсация в размере 2 миллионов рублей. Также муниципалитет оплачивает проезд в одну сторону до места работы. Недавно сообщили, что я победила в конкурсе. И это было как-то ожиданно, но при этом неожиданно. Я хотела, но не думала, что пройду этот отбор. И сейчас я очень рада и с нетерпением жду, когда поеду. При этом оплачивается проезд, прилет в Кобяйский, в Себян-Кёль, и также проживание в Себян-Кёле, аренду оплачивает школа. Второй день госэкзамена по русскому языку проходит сегодня. Все помещения, предназначенные для проведения ЕГЭ, оснащены согласно требованиям безопасности. На входе стоят металлоискатели, а в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. При себе выпускникам разрешено иметь только паспорт и черную ручку. Во время проведения экзамена детям разрешено выходить в туалет, в медицинский кабинет или в кабинет психолога, но это только допустимо при сопровождении взрослого. Как нам сообщили контролеры и наблюдатели, в уборных установлены специальные глушители мобильной связи. Но перед экзаменами, как в 9, так и в 11 классах, у нас ведется превентивная работа. Это имеется в виду профилактическая работа, целью того, чтобы снять тревожность у некоторых детей, если она имеется, да, и вселить уверенность, повысить самооценку и вообще позитивное отношение к предстоящим событиям. А если таковые случаи у нас происходят, то мы сразу тут же реагируем и оказываем психологическую индивидуальную адресную помощь. Миноборнауки России, между тем, распределил бюджетные места на 2022-2023 годы. Северо-Восточному федеральному университету досталось 30 мест в подготовительных отделениях. Прием документов на подготовительное отделение начнется с 1 июля. Да выпускники прошлых лет на платной и бюджетной основе могут поступить по разным профилям: гуманитарный, медико-биологический, технический, социально-экономический и общеобразовательный. А наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.